Почти во всех муниципалитетах Коми собираемость взносов на капремонт превышает 90%. Об этом нашему каналу сообщили в Фонде капитального ремонта республики. Большинство собственников жилья осознают свою ответственность перед остальными, но не везде удается собирать необходимые суммы, и на это есть свои, порой неочевидные причины. О правах и обязанностях владельцев жилья Евгений Стокос. 12 миллионов 636 тысяч рублей. Именно столько заплатили жители Троицко-Печорского района в Фонд капитального ремонта в прошлом году. Этот муниципалитет стал лидером по оплате сборов – 112,4% от предъявленных к оплате сумм. На втором месте Ижемский район замыкает тройку лидеров Карткирос. Остальные муниципалитеты не сильно отстают. Сыктывкар, Ухта, Усинск – везде собираемость выше 90%. Несмотря на то, что собственники регулярно оплачивают взносы на большей части территорий, аутсайдеры в Коми есть. В Инте и Усть-Цилимском районе собираемость хромает, а самый тяжелый случай в Воркуте. За прошлый месяц в заполярном городе не собрали и 60% от взносов. С 2018 по 2021 год нами взыскано с неплательщиков более 300 миллионов рублей. Имеются у нас трудности с неплательщиками по отдельным муниципалитетам республики, такими как Воркута, в связи с тем, что там очень много пустующего жилья и, соответственно, имеются трудности с поисками таких должников. В среднем за год Фонд капитального ремонта готовит до 35 тысяч судебных приказов и большую часть долга собственников взыскивает. Но как быть, если платить нет возможности? Если мы не можем оплатить в связи с финансовыми трудностями, здесь мы тоже должны найти все способы для того, чтобы обязательные платежи совершать. Как мы это можем сделать? Первое – попросить у регионального оператора рассрочку. Зачастую региональный оператор с удовольствием дает рассрочки гражданам, подписывается специальное соглашение на разумный срок, и в течение этого срока гасится задолженность. Есть и такие категории граждан, которым взносы на капремонт не начисляются. Это жильцы новостроек в первые 4 года после включения дома в программу капремонта. Также взнос перестают начислять тем, чьи дома признаются аварийными, или физический износ основных конструктивных элементов, которых превышает 70%. Жители старше 70 лет не освобождены от оплаты взносов. Им в соответствии с законодательством предоставляется компенсация понесенных расходов на уплату взноса. В любом случае платить взносы на капремонт – это обязанность всех граждан и юридических лиц, являющихся собственниками помещений в многоквартирных домах, включенных в программу капремонта. Таких 6299, при том, что на территории региона насчитывается более 10 тысяч многоквартирных домов. Потому что общая копилка должна наполняться так или иначе. В этом месяце взносы на капремонт для жителей Коми увеличились в среднем от 1 до 3 рублей в зависимости от муниципалитета. Это позволит привлечь в Фонд капитального ремонта больше 276 миллионов целковых, а это десятки отремонтированных домов на всей территории республики. Евгений Стокос, Олег Жуковский, Олег Юшков, Юрган.